В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Благословенное время. В столичном детском саду прошел утренник, посвященный месяцу Рамадан. Педагогическое мастерство. Вообще не ожидала, что достойна такого, что получу такую награду. Завершился городской этап конкурса «Воспитатели года 2024». Имена победителей озвучит Мадина Нусалчиева. Комфортные условия. Получить доступ к личному кабинету можно одним из удобных способов, лично обратившись в налоговый орган с документом, удостоверяющим личность, а также через портал госуслуг. Как удобно уплачивать налоги, расскажет Наталья Депутатова. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает проводить ежедневные благотворительные акции во время месяца Рамадан. По 7 тысяч кур, столько же бутылок лимонада и 21 тысяча буханок хлеба раздали в Курчалоевском, Натеричном и Наурском муниципалитетах. Репортаж Адама Магомедова. 1500 семей, проживающих в Шелковском районе Чеченской Республики, получили благотворительную помощь от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Такие акции в регионе проводятся на протяжении всего священного месяца Рамадан. دال قبل دويل خر ملي الوچني دال قبل جن ساخريل احمد حجينا رمضانينا تنان ديري نا تا هغه صدات سايوچات تا دقيق وريوقشات اخچنا غودو يوچنا غودو وچنا справку на غودو. Каждая семья получила продуктовый набор, в который входит 1 курица, лимонад местного производства и 3 буханки хлеба. Такая поддержка для них очень важна, за что они выражают благодарность. Помощь уделяется всем малоимущим гражданам. Благотворительная организация никогда не оставляет их без внимания и оказывает материальную поддержку. Милостыня является одной из важнейших частей поклонения Всевышнему, которая способна принести большую пользу как в мире земном, так и в вечном, поскольку это добровольный акт помощи всем нуждающимся. Особенно в священный месяц Рамадан, задачу садака, человеку полагается большая награда от своего создателя. Адам Магомедов, Рахман Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. В 38-м столичном детском саду состоялось праздничное мероприятие в честь благословенного месяца Рамадан. Воспитанники подготовили обширную программу, сыграли сценки и продемонстрировали свои религиозные знания. Валентина Гусявская расскажет подробнее. Утренник, посвященный священному месяцу Рамадан, прошел у детей старшей группы детского сада 38 города Грозного. В ходе праздника дети узнали о значении священного месяца, о его традициях и обычаях. Сопровождался утренник исполнением нашидов. خزر بلغوشنا أستن بركل آلو درسون هر بيش أتصل إيمان جاء إسلام جاء مسو أو خان دينة لقى مسهم عامل قاربينك أند بول بو ديتين سوالو أند بول بو قارتهن
شامدر تحصلوا سون سخو شلهم شتسبيرن عامنا цар дала диканс бекан байлхан дал си дел рейс хелхан масана. В ходе программы дети отвечали на вопросы познавательной викторины, читали стихи о священном месяце Рамадан и суры из священного Корана. Через игровую форму воспитанники детского сада узнали об основах религии. Цель данного мероприятия — донести до детей, насколько важно значение этого месяца. В этом году старшая группа начала учить арабский алфавит. В ходе праздника малыши показали свои знания и построили мост из ада в рай из арабских букв. Воспитатели также отметили тягу к религиозному познанию у молодого поколения. Они сами изначально очень заинтересовались этим, они были очень рады, когда мы начали изучать арабский алфавит, все, что связано с исламом, они очень хорошо запоминали все, отвечали. И арабский алфавит, маша Аллах, все знают наизусть. Воспитатели напомнили, что в священный месяц Рамадан важно соблюдать пост и делать добро. Завершили праздник вручением детям сладостей и подарков. Мы на викторине отвечали Аль-Фатиха. Еще были конкурсы, буквы, даже подарки дали. Воспитание молодого поколения в соответствии с традициями и ценностями нашего общества помогает им усваивать культурные нормы, развивать свои личностные качества и становиться активными членами общества. Поэтому важно передавать детям не только знания, но и ценности. Валентина Гусевская, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. В столице выбирали лучшего работника дошкольного учреждения Грозного в рамках республиканского конкурса «Воспитатель года». Проводится он в целях повышения педагогического мастерства, развития творческой инициативы и выявления талантливых наставников. Слово Мадине Нусалчиевой. Кто же лучший воспитатель 2024 года? Ответ на этот вопрос станет известен с минуты на минуту. Проводимый ежегодно, он уже стал одним из лучших конкурсов для повышения квалификации. Его муниципальный этап прошел в Грозненском детском саду 44 «Жовхар». В профессиональном мастерстве соревновались 6 конкурсанток из различных дошкольных учреждений столицы. Всего участников ожидало 3 испытания. Критерии, по которым оценивались педагоги, это умение общаться с залом на мастер-классе, умение предоставить грамотно материал, свою педагогическую находку, накопленный опыт со своими коллегами из жюри. Это умение пользоваться современными технологиями, умение решать нестандартные задачи, нестандартно подойти к представлению своего материала и в работе с детьми. По итогу непростых, но в то же время интересных заданий 3 участницы стали лауреатами конкурса. 3-е место заняла Раяна Хаджиева из детского сада 54 Седа. 2-е место присудили Элизе Магомадовой из детского сада 117 Лучик. Ну а победительницей стала Милана Шамилева, музыкальный руководитель детского сада «Весна». Изначально она не планировала принимать участие в конкурсе, однако коллектив ее дошкольного учреждения был уверен, что Милана идеальный кандидат на звание воспитателя года, с чем они не прогадали. Конкурсантки были у нас сильные, все девочки были сильные. Конечно, было тяжело среди них соревноваться. Я думаю, что каждая из них достойна этого 1-го места. Вообще не ожидала, что достойна такого, что получит такую награду. Конкурсанткам вручили цветы и почетные грамоты. Ну а Милана Шамилева будет представлять Грозный уже на региональном этапе конкурса «Воспитатель года-2024». Его победитель выступит от лица Чеченской Республики на всероссийском уровне. Мадина Нусалчиева, Ислам Ибрагимов, Магомед Утаков, Вести, Чеченская Республика. Электронный сервис Федеральной налоговой службы России поможет сократить время, затрачиваемое на оформление платежных документов, максимально упростит процедуру и исключит возможные ошибки при уплате налогов. Платформа обеспечивает комфортное обслуживание налогоплательщиков. О том, какие налоги нужно вообще оплачивать и как важно это сделать своевременно, расскажет Наталья Депутатова. Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации, после 183 дней пребывания в стране и в течение 12 следующих месяцев. Чтобы узнать свой налоговый статус, необходимо обратиться в Федеральную налоговую службу России. В случае, если налогоплательщикам в срок, установленный законодательством, не исполнена обязанность по уплате налогов, налоговым органом формируется решение о взыскании за счет денежных средств и направляется в мировой суд заявление о вынесении судебного приказа. После получения судебного приказа налоговым органом направляется в банк поручение на списание и перечисление денежных средств с счета должника.
В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на расчетном счете должника информация о вступившем в силу судебном приказе направляется в службу судебных приставов для взыскания задолженности за счет иного имущества. В прошлом году жителям Чеченской Республики было направлено более 441 тысячи налоговых уведомлений. Около 67 тысяч граждан получили их в электронном виде через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет для физических лиц». Налогоплательщикам нашего региона начислено имущественного налога на общую сумму 1 миллиард 355 миллионов рублей. Из них по земельному налогу 190 миллионов рублей. По налогу на имущество 363 миллиона рублей. Транспортного налога на 801 миллион рублей. Налоговый льгот для жителей республики предоставлено на общую сумму 159 миллионов рублей. Наиболее удобным и самым популярным электронным сервисом ФНС России является личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. В нашем регионе к этому времени к нему подключено более 128 тысяч граждан. Это позволяет решить большинство проблем с уплатой или задолженностями, не посещая офис, в онлайн-формате через мобильное приложение. Сервис предусматривает ускоренное обслуживание налогоплательщиков и формирование комфортных условий для получения государственных услуг. Получить доступ к личному кабинету можно одним из удобных способов, лично обратившись в налоговый орган с документом, удостоверяющим личность, а также через портал госуслуг. За 2023 год в консолидированный бюджет Чеченской Республики поступило более 26 миллиардов налоговых доходов. Бюджетные назначения выполнены на 103%. Динамика поступлений в сравнении с 2022 годом выросла на 808 миллионов рублей. Граждане относятся к уплате налогов с ответственностью, посещают офисы для того, чтобы узнать свой налоговый статус и проконсультироваться со специалистом. Я каждый год прихожу, проверяю. Обслужили меня очень хорошо. Призываю граждан проверять свои налоги каждый год. Начисления проверять свои, чтобы не было задолженностей, пеней. В регионе действует несколько обособленных подразделений Управления налоговой службы России. Можно выбрать для себя наиболее удобный по местоположению. Грозный, Гудермес, Шали, Урус-Мартан и Знаменское. Сотрудники расскажут обо всех начислениях, помогут с заполнением декларации, а также со своевременной уплатой. Рассылка налоговых уведомлений проводится в сентябре каждого года. Срок уплаты до 1 декабря. Любому налогоплательщику выделяется довольно большой промежуток времени в несколько месяцев для погашения, чтобы в дальнейшем избежать задолженностей. Наталья Депутатова, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев. Пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.